Мои дорогие юные друзья, меня зовут Эркин Расхулбеков, и я сегодня с удовольствием прочитаю вам про Нарын и Нарынскую область из книги «Кыргызстановосты Кыдырамыз». А мой друг Самат Бөлөтбаков уже в следующей серии прочитает вам про Чуйскую область. Проходите по ссылке. Итак, мы начинаем. Наступила зима. Мы встретили Новый год и были с братишкой Бекджаном в ожидании нашего зимнего путешествия в Нарын. Родители рассказали, что в Нарыне холоднее, чем в Бишкеке, что там больше осадков. Снег там очень глубокий, там вообще осадков выпадает больше. Вы же знаете, какие виды осадков бывают? Знаем, сказали мы. Ну-ка расскажите. Дождь и снег, а еще град. Молодец, Эркинай. Это ты назвала осадки, выпадающие из облаков. А бывают еще другие осадки. Какие, мам? Роса, иней, изморозь, гололед. Правда? А я думала, что осадки – это только то, что выпадает с неба. Нет, не только. Осадки появляются на холодных поверхностях, когда очень холодно и когда в воздухе есть влага. Как интересно. Да, природа и ее явления очень интересны. Мне тоже интересно, вмешался мой братишка Бекджан. И я тоже знаю, какие бывают осадки. Какие же? Ливень и слепой дождь. О, сынок, ты какой умничка! Но это не виды осадков, это виды дождя. То, как выпадает дождь. Есть 3 вида основных. Ливневый, кратковременный и облажной. Мама, ты такая умная и все знаешь. Эркинай, ты на следующий год пойдешь в 6 класс, и у вас будет тема осадки. Вы все это пройдете и даже научитесь измерять их. Ух ты, как же это круто! А в Нарыне нас ждет огромное количество твердых осадков. Вперед, снежные сугробы! Ура! Вперед! Мы выехали в Нарын рано утром, потому что родители хотели добраться туда до темноты. Сначала мы ехали по дороге, которая ведет на Иссык-Куль. Потом, не доезжая озера, в Бомском ущелье мы свернули на юг за Красным мостом и долго ехали среди гор. Через 6 часов мама сказала, что мы подъезжаем к городу Нарын. Еще 5 минут, и мы будем в Нарыне. Вау! Мама, папа, смотрите, что это? Где? Там 2 горы, и между ними щель, как в сказках. А, это и есть въезд в город Нарын. Мы сейчас проедем это узенькое ущелье и окажемся в Нарыне. Ух ты, мы в сказке. Да, мы в Нарыне. Мы действительно заехали в эту щель, проехали большой мост и оказались в городе. У нас было 7 дней на путешествие по Нарынской области, и родители тщательно спланировали наш маршрут. Они предупредили нас, что придется много ездить, что расстояния в Нарынской области большие. На нашей карте было отмечено 3 точки. Заповедник Бугу-Марал, архитектурный памятник Таш-Рабад и озеро Сонгкуль. Ближе всего был расположен заповедник Бугу-Марал. Поэтому было решено начать наше знакомство с Нарыном именно с него. Мы ехали по заснеженной дороге среди гор не больше часа. Вообще, в Нарыне везде горы. Нас встретил научный сотрудник заповедника. Добро пожаловать, ребята! Спасибо, здравствуйте. Добрый день. Что же вы приехали к нам в такой холод? Вы же не сможете увидеть всю красоту заповедника? Зимой тоже красиво, ответил папа. Да, очень красиво. Но вы сможете осмотреть только окрестности. Нам и этого достаточно. Тем более, нам очень приятно, что нас встретили именно вы. Да, вам повезло. Я здесь потому, что как раз сегодня мы собираемся в путь. У нас начинается 10-дневная экспедиция с группой ученых из Франции. В такой холод, удивилась я. Вы же замерзнете. Надеюсь, не замерзнем, улыбнулся он. По маршруту у нас есть где остановиться. Дома егерей называются. В некоторых живут егери с семьями, а некоторые пустуют. Мы приходим, топим печь и ночуем там. А кто такие егери? Спросил мой братик. Егери – это такие хранители природы.
Они следят, чтобы звери не попали в беду, а когда наступают сильные холода, подкармливают диких птиц и животных. Есть еще лесники, они больше смотрят за растениями. Это профессии такие? Да, профессии. А вы кто? Егерь или лесник? Я ученый. Я занимаюсь изучением животных, в основном медведей. А как вы их изучаете? Мы ставим фотоловушки. Они не ловят медведей, но ловят их изображения. Благодаря фотографиям мы знаем численность зверей в этих местах. Еще есть видеокамеры. Они позволяют нам изучать поведение медведей. Также мы изучаем маршруты мишек по их следам, а еще мы исследуем их экскременты. Что? Экскременты. А что это? Это какашки медведей. Все засмеялись, а Жолдашбек Пеке сказал: зря вы смеетесь. Исследование экскрементов позволяет узнать, что и в каких количествах ест медведь. Не болен ли он. Понимаете? Понимаем, конечно. А как вы изучаете экскременты? Мы их собираем очень аккуратно, везем в Нарын, потом тоже очень аккуратно раскладываем, детально разбираем и делаем научное описание. А храним мы их в морозильнике. А чем питаются медведи? Это очень интересный вопрос. Они едят ягоды, орехи, траву, насекомых, грызунов. Я в мультике видел, что медведи едят рыбу, сознанием дела выкрикнул мой братик. Так они плотоядные или травоядные? Они всеядные, засмеялся Жолдашбек Пеке. И рыбу тоже едят, Бекджан. Какая у вас интересная работа, Жолдашбек Пеке. Я всегда думала, что ученые сидят с книжкой в кабинете и читают книги, и что им очень скучно. Эркинай, ученые бывают разные. Есть, например, такие, кто делает эксперименты в лабораториях. Есть археологи. Они изучают историю по древним памятникам, которые находятся под землей. Есть зоологи, как я, которые обязательно должны посещать места, где обитают эти животные. Мы их изучаем, чтобы защитить. Мы еще долго беседовали с Жолдашбек Пеке. Он рассказывал нам истории из своих походов в горы. Еще он нам рассказал про Красную книгу, куда вносят редких и исчезающих животных. Оказывается, почти все обитатели заповедника Бугул-Марал записаны в Красную книгу Кыргызстана. Мы с братом тоже поделились своими знаниями, ведь летом мы посетили Сары-Челекский заповедник. Жолдашбек Пеке нас похвалил. Он был очень впечатлен тем, что мы так много знаем о заповедниках. А я была впечатлена тем, что в мире существуют такие разные профессии. На следующий день мы запланировали поездку на озеро Сонкуль. Папа стал звонить в туристическую компанию, чтобы заказать машину и гида. Но в туркомпании ответили, что выпало много снега и нам лучше не ехать. Еще сказали, что даже если машина проедет, до озера добраться будет очень сложно, почти невозможно. Мы с братом погрустнели. И тогда мама сказала: ребята, мы вечером почитаем про Сонкуль и вместе посмотрим фотографии в интернете. Да, да, вскрикнули мы. Вечером мама с папой прочитали про озеро Сонкуль. Оказывается, это высокогорное озеро. Оно в Кыргызстане второе по величине после Иссык-Куля. Его длина 29 километров, а ширина 18. Чтобы обойти его, нужно 4 дня. Его глубина около 13 метров. Зимой оно замерзает. Мы прочитали, что озеро покрыто снегом и льдом с сентября по июнь. Теперь нам стало понятно, почему туда сложно добраться. Мы посмотрели фотографии Сонкуля в интернете. Оно такое красивое. Я очень надеюсь, что мы попадем сюда еще. Только для этого нужно приехать летом. Я распереживалась, что мы не сможем посетить Титаш-Рабад, но в туркомпании сказали, что туда проехать можно. На следующий день, рано утром, мы отправились в путь. Было очень холодно. Мы ехали 4 часа. В машине было тепло, а снаружи снежно и холодно, но очень красиво. А везла нас гид Гуляймедже. Она была сама за рулем большого автомобиля и рассказывала нам увлекательные истории. Она очень легко справлялась со сложностями зимней дороги. Гуляймедже посоветовала надеть шапки и укутаться шарфами. Мы все так и сделали. Нам казалось, что очутились мы в волшебной зимней сказке. Наш гид рассказал нам про Таш-Рабад и Великий Шелковый путь.
Теперь я знаю, что Таш-Рабат находится высоко в горах и полностью построен из цельных камней. Стоит он один-одинешенький среди гор, весь такой красивый, с крышей в форме купола. Считается, что Таш-Рабат был построен в 15 веке и служил путникам караван-сараем. То есть торговые караваны, которые шли по Великому Шелковому пути, останавливались здесь, чтобы отдохнуть или переночевать. Но оказывается, история у нашего караван-сарая более древняя. На его месте еще в X веке был храм. И теперь ученые спорят, кто же построил этот храм, то ли христианские, то ли буддийские монахи. Но как бы там ни было, со временем он перестал быть храмом, потому что жители этой местности стали мусульманами. Вот так все сложно. Но из-за того, что здесь проходил Великий Шелковый путь, после разрушения храма люди построили на его месте караван-сарай. И купцы со своими караванами не просто могли отдохнуть в Таш-Рабате, они также могли укрыться за его стенами при набеге грабителей. Так сказала наш гид. А мама рассказала нам про статью, которую недавно прочитала. Эта статья была про орехи и Великий Шелковый путь. Одна ученая-биолог из Италии занимается изучением орехов. Вместе со своей командой она исследовала орехи в 39 лесах на территории Южной и Центральной Азии. Она изучает их генетику, то есть происхождение. Ученые пришли к выводу, что все эти леса появились именно благодаря Великому Шелковому пути. Ведь торговые караваны вместе с различными товарами перевозили и орехи. Это исследование еще продолжается. В конце своего рассказа мама добавила: вот для чего существует наука. Благодаря ей мы можем понять связь вещей и узнать о том, что происходило в прошлом и как это влияет на наше настоящее. В Нарыне мне очень понравилось. Сам город необычный, располагается между двумя горами, и поэтому такой вытянутый. Я поняла, что в Нарыне самое главное – это горы. Они повсюду, такие разные, такие красивые. Еще там много животных, и домашних, и диких. Диких мы, конечно, не видели, так как они высоко в горах и там, где нет домов. Ну а в селах вдоль дороги домашние животные есть почти в каждом доме. Мы видели их много, даже заехали в один из домов. Там мы познакомились с Замиредже. У нее есть огромное хозяйство. У нее есть даже яки. Она нам показывала, как ухаживать за различными домашними животными, но у нас, бекджанов, не очень-то и получилось. Замиредже пригласила нас на Джайло. Родители сказали нам, что обязательно надо приехать в Нарын летом, чтобы побывать на нарынских Джайло, которые тоже прекрасны. Дорогие друзья, а какие интересные факты про Нарын знаете вы? Опубликуйте в интернете с хэштегом «Изучаем Кыргызстан Нарын». Самые интересные, самые достойные будут отобраны, и 10 из них получат самые лучшие подарки. А что самый лучший подарок? Правильно, книга. Поэтому дерзайте, победа будет за вами. До встречи!